Тынчас and Mrs. Аланла. В этом видео я хочу поднять такую сложную тему, как аланы и булгары, основное население центральной части северного Миннитау, называемого в российских источниках оккупационных Кавказом, до прихода, собственно, Российской империи. Аланы и булгары – это два родственных народа, два древнетюркских народа наравне с кыргызами и другими тюркскими племенами, саками, например, да, предками современных казахов. Это народы, которые сформировались на этих территориях еще до того, как появилось, собственно, слово «тюрок». Ну, по крайней мере, до того, как оно стало, это слово, общим, скажем, объединяющим названием для народов, у которых есть похожая культура, похожие диалекты одного праязыка. Вот. И об этом практически никаких упоминаний Россия не оставила в своей науке. Ну, наукой это, конечно, можно назвать с натяжкой. Российская наука – это продолжение политики на самом деле и пропаганды. Это те же Соловьевы, это те же самые Симоняны, которые кричат по телевизору, но со страниц российских научных литературных изданий. Так вот, наши оппоненты, различные шовинисты, автохтоны, мамой клянущиеся, они очень любят ссылаться в своих речах на российские источники, называя нас, аланов, кумыков, нугаев, пришлыми с Алтая народами. Ну, разумеется, это крайняя форма на самом деле шовинизма. Это не знание реальной истории региона. Это отрицание вообще фактов археологии. Да? Археология гораздо более правдива в этом плане. Ее подделать не так просто. Поэтому мы должны это знать и учитывать в своей жизни. Вот. Эсен Кюрешейк Аланла.